Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня я хотел бы записать короткое видео, где попробовать разъяснить ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Израиля и в Израиле в целом. Как известно, 7 мая 2021 года протестующие вышли на Храмовой горе против решения суда, которое еще, кажется, оно даже не состоялось, но скорее всего будет вынесено в пользу евреев, в котором говорится, что нужно выселить несколько палестинских семей из домов, которые ранее, в 1948 году, принадлежали евреям, и евреев выселили из этих домов в 1948 году. Соответственно, чисто идет территориальные споры, и никакой там религиозной, исламской и неисламской подоплеки в этом деле не имеется. Давайте для примера я вам приведу один пример. В 1944 году весь чеченский народ был выслан в Казахстан на погибель. Территория же Чеченской Республики была заселена русскими колонистами и разделена между соседними республиками. Часть нашей территории, нашей страны попала в ведение Дагестана. Например, Ауговский район. И вот давайте возьмем для примера такой момент. Мы после 1944 года, после вот этого геноцида, вернулись в 1957-м, зажили, нас реабилитировали на словах, хотя дальше это не пошло. И до сих пор в Ауховском районе в домах чеченцев живут дагестанцы. По преобладающему большинству, по-моему, аварцы. И вот давайте как пример возьмем. Вот решением суда выселяются эти люди из домов, которые принадлежали чеченцам на протяжении вот уже почти 80 или более лет, в которых они не могут поселиться. И на основании этого дагестанцы выходят и начинают закидывать полицейских камнями на основании вот этого решения суда. Законны ли их требования? Оставим законность. Справедливы ли их требования? Нет, они несправедливы. Законны ли они? Нет. Если есть решение суда, то эти требования, они в том числе незаконны. Но в любом демократическом обществе, которым является Израиль, можно протестовать, и ничего в этом плохого нет. Я бы даже сказал наоборот, хорошо, что есть люди, которые голосуют, митингуют, протестуют и отстаивают свои права. Но, несмотря на это, протестующие грубо нарушили правопорядок, начали кидать камни, что запрещено законом. Были нанесены травмы полицейским, соответственно, полицейские ответили, и были нанесены травмы протестующим. И вроде бы на этом инцидент должен быть исчерпан. Да? Люди высказали свое недовольство, суд учтет, государство учтет или не учтет. Но люди протестовали, и должно было быть вот на этом завершение всего вот этого инцидента. Или новые протесты должны быть. Но нет, вмешивается террористическая группировка Хамас, палестинская, которая начинает обстреливать мирные города без разбора, обстреливать людей. Правильно ли это? Давайте поставим себя на это место, чеченцы. Из Ауховского района выселяют несколько дагестанских семей. Дагестанцы выходят, протестуют и закидывают камнями наших полицейских. И вроде бы на этом все. И тут какое-то террористическое крыло дагестанского народов начинает обстреливать мирные города с ракет и убивает двух пожилых женщин. Что должен сделать любое государство? Правильно, Израиль ответил, и, к большому сожалению, погибли невинные люди. В том числе, говорят, подростки погибли. В этот месяц, священный месяц Рамадан, это большое горе, огромнейшее горе, которое
перенесли именно эти люди. Террористическая группировка Хамас, которая обстреляла более 200 ракет, выпустила по Израилю, является, напомню, для чеченцев, остальным это, наверное, не так будет интересно, а вот чеченцам я напомню, законно избранный представитель палестинской автономии Халид Машаль прибыл в 2006 году в Москву и заявил, что Чечня во время активной фазы геноцида, когда нас массово убивали, и сегодня это продолжается, Халид Машаль заявил, что Чечня это внутреннее дело России, и он в это вмешиваться не будет. Вот все, что вам нужно знать о палестинской автономии. То же самое можно сказать и про Махмуда Аббаса, и про Ясера Арафата, и про других людей, которые никогда не были нам ни друзьями, ни союзниками. И сейчас идет спекуляция на мечети Аль-Акса. Она находится на Храмовой горе, и люди вышли в мечеть в месяц Рамадан. И никто эту мечеть не сжигает, как распространяется вот сейчас лживая пропаганда, что идет поджог этой мечети и так далее. Там рядом горит какая-то пальма, крона, верхушка этой пальмы. И из-за этого вот накручивается и распространяется пропаганда, к которой мы уже вроде бы должны были привыкнуть. Поэтому, чеченцы, не участвуйте в этом во всем, это нам не нужно. Более того, любой чеченец должен делать в первую очередь вывод из того, куда летят стрелы врагов чеченских. Это в первую очередь русские. А русские и их лице гауляйтер Кадыров начал нападки на Израиль. Ну вот подумайте сами. Хамас друг Путина и России. Кадыров враг Израиля, как бы Кадыров враг Израиля, потому что Кадыров сам по себе не представляет ничего. Он об этом сам говорит, что по одному звонку из Кремля его можно снять, и он никакую роль там не играет, кроме как говорящей головы и вешалка для трупов, которых убивает Путин, Россия вешает на Кадырова. Ну и Кадыров сам, конечно, тоже убивает людей и пытает, мучает и так далее. Такой способная марионетка Путина. Нужно ли нам заступаться за друзей Путина, за врагов, наезжать на врагов Кадырова, из-за того, что Кадыров наезжает? Нужно ли нам это, чеченцы, или не нужно? Я считаю, нам здесь ни в коем случае. Это внутреннее дело Израиля, и нам ни в коем случае не нужно принимать никакое участие на стороне палестинцев, тем более, когда палестинцы первые обстреляли мирный город из ракет. Ну, если коротко, как-то так. Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, постараюсь на них ответить. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Адикюэль Машуэль.